Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 4 июля. Постоянный мониторинг криминогенной обстановки. Деятельность совместного Российско-Югославского информационно-координационного центра повышает эффективность работы МВД. Злободневная тема. Вакцина против бешенства в республике на исходе. Количество пострадавших от укусов животных высокое. Каждая работа – шедевр. Мастер по бисероплетению не устает поражать красотой своих творений. Сотрудниками совместного Российско-Югославского информационно-координационного центра органов внутренних дел ведется активная работа по пресечению, выявлению и раскрытию преступлений. За короткий срок службы сотрудникам центра удалось повысить эффективность работы органов внутренних дел республики. Подробности у Розы Тедеевой. Совместный Российско-Юго-Осетинский информационно-координационный центр органов внутренних дел был создан 3 года назад. На базе подписанного межгосударственного соглашения началось строительство центра, административного здания и помещения для проживания российских специалистов, приглашенных для работы. Совместный центр призван вести координацию деятельности по противодействию преступности. Структура дает возможность сообща решать задачи в правоохранительной сфере. Основными задачами центра являются организация обмена оперативно значимой информацией с правоохранительными органами Российской Федерации и Республики Южная Осетия, ведение криминалистических учетов, содействие в борьбе с опасными видами преступлений, осуществление межгосударственного розыска, анализ информации в области борьбы с организованной преступностью, а также выработка предложений по повышению эффективности сотрудничества двух стран на антикриминальном направлении. Центром осуществляется постоянный мониторинг криминогенной обстановки на территории республики. На базе центра создана информационно-техническая инфраструктура, что дает доступ к совместной базе данных. С учетом созданной на базе центра информационно-технической инфраструктуры проводится работа, в том числе направленная на интегрирование автоматизированных рабочих мест сотрудников в структуру информационных ресурсов Министерства внутренних дел Российской Федерации для обеспечения доступа к информации, содержащейся в автоматизированных банках данных и криминалистических учетах. С ФСБ России, СТЭК России при содействии МВД России проработан вопрос о поставке программно-аппаратного комплекса ВИПНет, которая удовлетворяет требованиям к средствам криптографической защиты. С момента введения центра в эксплуатацию с декабря 2018 года ведется работа с Министерством внутренних дел России по пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, а также розыск лиц, скрывающихся от следствия и правосудия. Есть результаты по выявлению экономических преступлений. За полгода работы обработано 73 обращения об оказании содействия правоохранительным органам Российской Федерации. Также на прошедших парламентских выборах информационно-координационный центр обработал данные кандидатов в депутаты парламента. На основании запросов Центральной избирательной комиссии осуществлялось получение из МВД России сведения о наличии либо отсутствии судимости по фактах уголовного преследования в отношении кандидатов в депутаты парламента. Было проверено 5228 подписных листов, в том числе 43 578 подписей. Также центром проведено 11 экспертиз по уголовным делам, расследуемым Следственным управлением Министерства внутренних дел Республики и военной прокуратуры. Принято участие в 2 осмотрах мест происшествия. Выполнено почерковедческое исследование по материалам проверки, проводимой Генеральной прокуратурой. 3 исследования наркотических средств по заданию МВД Республики. Дактилоскопическое исследование по материалам проверки Главного управления МВД России по Кемеровской области. По мнению министра внутренних дел Игоря Наниева, за короткий срок работы сотрудники центра справились с поставленными задачами, повысив эффективность работы органов внутренних дел республики. По сути, новая международная организация явилась наглядным примером эффективного взаимодействия дружественных государств в сфере правоохранительной системы. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что центр состоялся и функционирует в полном формате. Центр повысит эффективность деятельности правоохранительных органов в отдельных направлениях, как производство экспертиз, международный розыск, обмен оперативно значимой информацией, введение базы данных.
Наниев пожелал личному составу дальнейшей и эффективной работы. Также указом министра внутренних дел сотрудники удостоились ведомственных наград. Товарищ генерал-майор, старший лейтенант Кузаева для получения награды «Трюк». Служу Отечеству. Роза Тедеева, Александр Кочиев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня президент Анатолий Бибилов поздравил сотрудников Центра с 3-летием со дня создания, отметив их оперативную работу. За плодотворную деятельность ряд работников был награжден почетными грамотами посольства Российской Федерации. Поздравляя личный состав с 3-летием создания межгосударственного органа, Анатолий Бибилов дал высокую оценку проводимой работе. Центр дает широкие возможности для оперативной работы органов правопорядка в области проведения экспертизы и обмена необходимой информацией, считает глава государства. И те результаты, о которых сегодня нам доложил директор информационно-координационного центра, говорит о том, что необходимость ВКЦ, она была. Она назрела давно, это нам было необходимо очень. Это начиная от проведения экспертиз, заканчивая теми возможностями, которые будут, технической экспертизой и возможностями обмена информацией, возможностей общего фронта работы против организованной преступности, преступлений в общем. Это, конечно, серьезный успех, и я думаю, что этот успех будете и дальше развивать. Президент выразил слова благодарности личному составу информационно-координационного центра и отдельно российским коллегам в лице Рашида Нургалиева, который лично курировал работу по созданию центра. За большой личный вклад в дела укрепления сотрудничества между правоохранительными органами Южной Осетии и России глава государства поощрил государственной наградой старшего эксперта центра Алексея Липина. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов отметил востребованность центра и поблагодарил личный состав за плодотворную работу. Это очередной удар по тем скептикам, которые показал, что наше взаимодействие и совместная работа между Россией и Южной Осетией, она поступательная, она не подлежит какому-то изменению. И в частности в области направления Министерства внутренних дел. За 3 года проделана очень большая работа непосредственно Министерства внутренних дел. Созданы великолепные условия для работы этого центра. Я скажу, что и центр показывает конкретные результаты. Работа очень серьезная, и направление работы такое серьезное очень, которое востребовано в сфере правоохранительных органов обоих сторон. И я считаю, что центр будет дальше совершенствовать свою работу, развиваться. Ряд сотрудников центра были награждены почетными грамотами посольства Российской Федерации. Служу Отечеству. После официальной части специалисты информационно-координационного центра провели гостям экскурсию по зданию и показали возможности работы центра. В частности, лаборатории криминалистических экспертиз, оснащенные современным оборудованием. Имеется передвижная лаборатория, которая необходима, чтобы, выезжая на место происшествия, исследовать вещдоки. На территории центра расположен жилой комплекс, полностью обустроенный и отремонтированный. Он предназначен для российских специалистов, которые будут приезжать в Южную Осетию для совместной работы с юго-осетинскими коллегами. Агунда Губозова, Александр Кочиев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. На повестке дня актуальный вопрос. В республике заканчивается вакцина против бешенства. Председатель правительства Эрик Пухаев провел совещание, где обсуждался выход из сложившейся ситуации. По словам министра здравоохранения, проблема наблюдается по всей России. В нашей республике делается все возможное, чтобы в ближайшее время проблема с вакциной была решена. Под руководством председателя правительства Эрика Пухаева прошло заседание противоэпидемиологической комиссии. На повестке дня один вопрос. Вакцина против бешенства в республике на исходе, а количество пострадавших от укусов животных остается стабильно высоким. Как отметила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочева, за 6 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 304 случая обращений пострадавших от укусов животных. На протяжении многих лет количество пострадавших людей от укусов остается стабильно высоким.
За последние 6 месяцев этого года всего было зарегистрировано 304 случая обращений от пострадавших, в том числе городских 82%, сельских 18%, детей до 15 лет 35%. Только за последнюю неделю, с 24 июня по 30 июня, в комитет поступили экстренные извещения по 25 случаям укусов, в том числе 22 городских и 3 сельских. Как отметила Марина Кочева, мероприятия по регулированию численности бездомных животных всеми соответствующими ведомствами проводится крайне неудовлетворительно. Ситуация усугубляется тем, что на сегодняшний день в республике запас антирабической вакцины и иммуноглобулина практически на исходе. Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Георгий Тотчев. Он отметил, что эта проблема наблюдается по всей России. В нашей республике делается все возможное, чтобы в ближайшее время проблема с вакциной была решена. С обстоятельствами, которые возникли у нас в республике, мы смогли для нужд здравоохранения, для нужд населения в ближайшие сроки гарантированно добиться поступления 125 доз антирабической вакцины и 100 ампул иммуноглобулина антирабического. В ближайшие сроки завтра и 10 числа, соответственно, эти иммунобиологические препараты, я надеюсь на то, что они будут в республике. Во всяком случае, с производителем договоренность имеется такая, отгрузка осуществлена. И мы сможем на какой-то, условно говоря, на какой-то уровень снизить проблему. Хозяева домашних животных обязаны провакцинировать своих питомцев, также не выводить их на улицу без намордников и поводков. В крайнем случае они несут всю ответственность. Осенью прошлого года и зимой прошлого года, а также в начале этого года, в силу того, что у нас специалисты, которые должны работать в городской ветеринарной станции, они находятся в нашей структуре, нашей службой проводились эти мероприятия на территории города, а именно вакцинация. Предварительно была проведена информационная работа с населением, были выделены 2 пункта, куда могут обращаться наши жители. Один по улице 8 июня, другой по улице Герцена, дом 1, это в сторону микрорайона Шанхай. И, мы проводили вакцинацию. И в газеты, и по телевидению нами были разосланы объявления, также по городу информационно поработали. За этот период, 2 этапа, мы смогли провакцинировать около 200 собак и кошек на территории города. Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Главным источником возбудителя являются дикие животные, собаки и кошки. В связи со сложившейся ситуацией граждане должны соблюдать ряд правил. Избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить и не провоцировать, проводить вакцинацию против бешенства домашних животных, строго соблюдать правила содержания домашних животных, выводить собак на улицу только в намордниках и на поводке. Регина Черткоева, Аида Кочева. Информационный выпуск сегодня. В российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения пространства и дна Мирового океана в интересах военно-морского флота России, возник пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Президент Анатолий Бибилов в связи с трагедией направил телеграмму с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Цитата. «От имени руководства народа Республики Южная Осетия, от себя лично, прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим». Конец цитаты. В Цхинвальском медицинском училище объявлен набор абитуриентов. Прием документов будет вестись с 10 по 15 июля с 10 утра до 16:00, кроме субботы и воскресенья. Подробности узнавала Анжела Кукоева.
В Цинвальском медицинском училище проводится прием документов от абитуриентов по специальностям сестринское дело и акушерство. Абитуриентам предстоит сдать 2 экзамена. Первый экзамен по биологии, он будет устным. А вот русский язык абитуриенты сдадут в письменной форме. Если поступающий окончил школу на отлично, то, получив отличную оценку по биологии, автоматически освобождается от сдачи 2-го экзамена и, соответственно, зачисляется в медучилище. Нужно отметить, что сестринское дело у нас на базе 9 класса, то есть неполного среднего образования, и на базе среднего образования, а акушерское отделение только на базе среднего образования. По окончании учебы выпускники факультета сестринского дела могут трудоустроиться в медицинские учреждения республики. У выпускников факультета акушерства есть возможность устроиться на работу в акушерские отделения или ФАПы, которые действуют во всех районах республики. Кроме лекций от ведущих врачей и медицинских работников, студенты посещают практические занятия в РММЦ. Для успешной учебы студентам создаются все условия. При медучреждении также есть общежитие, где созданы комфортные условия проживания для студентов из разных районов республики. Анжела Кокоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов направил поздравительное послание президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро по случаю национального праздника Дня независимости. Глава государства отметил, что в нашей республике искренне ценят решение народа Венесуэлы, который внес неоценимый вклад в дело международного признания независимости Республики Южная Осетия, и пожелал президенту и всему народу Боливарианской республики Венесуэла мира, счастья, здоровья, благополучия и процветания. В нашу республику прибыли журналисты из Москвы. Российские документалисты работают над съемками исторического фильма о второй осетинской бригаде, созданной для борьбы с геноцидом против югославского народа. В картине будут описываться события, происходящие в начале 20 века. Тему продолжит Елена Газаева. Идея фильма – история второй осетинской бригады, которая была создана после геноцида югославского народа. Значительная часть населения республики пострадала. Меньшевистские и грузинские карательные отряды убивали семьями, не щадя ни детей, ни стариков. Осетины были вынуждены бежать в Северную Осетию. По дороге их ждали серьезные испытания голодом, холодом. Большая часть беженцев погибла в пути. Добравшиеся до места были лишены всяких средств к существованию. Получив предложение вступить в Красную армию, сформировали юго-осетинскую бригаду, которая отправилась на фронт. Однако вряд ли кто-то из них подозревал, что их ждет. Об этих трагических событиях снимается документально-художественный фильм. Мы приехали из Москвы, наша съемочная группа, вместе с Гелой Валиевым, который является автором этой идеи. Он выступает в этом фильме как ведущий. Здесь мы работаем над фильмом, который посвящен истории второй юго-осетинской бригады. Одно из самых больших сражений, которое она пережила, было сражением за станицу Баргустанской в Ставропольском крае. Туда мы поедем сейчас как раз после Южной Осетии. Перед началом съемок фильма было прочитано и изучено много архивной литературы. Как отметила Марина Петухова, важно не забывать историю, чтобы не допускать повтора трагических событий. Во время встречи российских журналистов с президентом Анатолием Бибиловым прозвучала мысль о необходимости оцифровки архивных материалов и передачи их копий архивам Южной Осетии. В Южной Осетии мы разговаривали со многими людьми. Было прочитано много литературы, архивных материалов. Наш ведущий много работал в архивах, в том числе в Москве, и обнаружил, что документы, которые относятся к деятельности второй юго-осетинской бригады, находятся в очень плачевном состоянии. Это связано не с условиями хранения, просто бумага, которой больше 100 лет, естественно, она не выдерживает, просто даже когда ты ее вынимаешь, есть риск, что она рассыпется в руках. Основное режиссерское решение фильма предполагает рассказ истории с помощью художественных образов. В этом помогают журналистам ансамбль «Сим», профессиональные актеры, также участвуют иконные группы. В фильме будут использованы документальные и архивные материалы, хроника событий. Фильм будет интересен как с точки зрения истории, так и для широких масс. По завершении съемок планируется премьерный показ в киноконцертном зале «Чермен». Стелла Бязарова, Лена Газаева, Заурус Стаев. Информационный выпуск сегодня.
Увидев в интернете произведения из бисера, наша соотечественница заразилась искусством творить, и это у нее прекрасно получается. Уже на протяжении нескольких лет она создает из бисера удивительные поделки. Свое умение она передает и подрастающему поколению, которое с удовольствием перенимает опыт. С рукодельницей встретилась наш корреспондент Алена Оттаева. Бисероплетением Занда Келиева начала заниматься 5 лет назад, когда в интернете увидела букет лилий, сплетенный из бисера. Решив повторить работу, Занда приобрела необходимый материал и приступила к творению своей первой поделки. На удивление, у нее с первого раза получилось красиво. С тех пор, усложняя себе задания, продолжила мастерить изделия. Каждая работа с помощью ее умелых рук становится настоящим шедевром. Занда отмечает, для того, чтобы получилось задуманное, и, как и любому творческому человеку, необходимо хорошее настроение и желание творить. Меня сильно заинтересовало бисероплетение. Вначале это было хобби, но потом начала заниматься профессионально. Своими знаниями делюсь со своими воспитанниками, а идея создать работу возникает спонтанно. Бывает, что я вижу какую-то работу в интернете. Я не копирую, но мне может часть этой работы понравиться, а дальше я уже вношу свои идеи. Занда Келиева работает в Доме детского творчества Знаурского района. Преподает детям уроки бисероплетения. В кружке занимается около 10 детей. Занда мечтала стать ландшафтным дизайнером, но некоторые обстоятельства помешали сбыться мечте. Но, как говорит Занда, оно и к лучшему. Ей нравится работать с детьми и благодаря безграничной фантазии творить удивительные поделки. Так как не удалось мне поступить и стать ландшафтным дизайнером, все мысли и идеи остались внутри меня нереализованными, и тогда я решила заниматься бисероплетением. И все эти идеи сейчас я смогла воплотить в жизнь. Например, когда я делаю из бисера дерево, обязательно я перед деревом мастерю озеро, водопад или цветы. Занда Келиева принимает активное участие в различных конкурсах, выставках. В 2017 году она была удостоена звания «Мастер года». Получила диплом первой степени. Каждый раз Занда работает с удовольствием. Рассыпаю бисер, и мир как будто замирает, рассказывает она. Чего только нет в ее рабочем кабинете. Работы Занды Келиевой разные, каждая работа интересна по-своему. Вот, например, в этой работе она ярко показала, как хочет провести свой отпуск. Маленький деревянный домик, деревья, различные растения, водопад и вокруг тишина. Со временем появились желающие приобрести работы мастера. Одним словом, хобби стало приносить прибыль. Зачастую на изготовление изделий уходят недели. Работаю не спеша, замечает Занда, чтобы моей работой всегда были довольны. Алена Оттаева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Наш соотечественник нуждается в дорогостоящем лечении. Сумма для него неподъемная. Поддержать его решили артисты Югостинской и Северостинской эстрады. В киноконцертном зале «Чермен» состоялся благотворительный концерт. Все собранные средства пойдут на лечение Дживерса Бестаева. В Цхинвале прошел благотворительный концерт в поддержку Дживерса Бестаева, который нуждается в дорогостоящем лечении. Талантливые артисты Югостинской и Северостинской эстрады представили на суд зрителя свои лучшие композиции и пожелали Дживерсу скорейшего выздоровления и долгой счастливой жизни. Со сцены киноконцертного зала «Чермен» Дживерса Бестаева поддержали известные музыканты: Эдуард Дауров, Алла Хадикова, Залина Дзахоева, Марта Харебова, Кристина Гогинова, Руслан Кабалоти и Ибрагим Икаев. Поддержать Дживерса Бестаева пришли многие неравнодушные люди. Среди них посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, мэр города Цхинвал Алан Кочиев, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Асамаз Бибилов. Акцию провел детский благотворительный фонд «Подари крылья». Организацией концерта занималась заслуженная артистка республики Залина Саппиева. Руководитель детского благотворительного фонда «Подари крылья» Татьяна Схавребова поблагодарила всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и пришел на концерт. Всем хочу сказать спасибо. Тем людям, которые пришли, нашли время. Наши дети, вы такие молодцы. Вы такие уютные, вкусные, теплые, что чем больше вы будете посещать таких мероприятий, вам будут родители рассказывать о том, куда вы идете,
для чего вы идете сюда, вы будете лучше, добрее, вы будете гуманнее, и дай Бог вам здоровья, крепкого, чтобы вы никогда не знали, что такое плохо и болеть. Спасибо вам всем большое. Дживерс Бестаев болеет сахарным диабетом. Осложнения, вызванные болезнью, привели к диагнозу диабетическая ретинопатия, одно из наиболее тяжелых сосудистых осложнений диабета, приводящие к слепоте. Парень практически ослеп и нуждается в срочной дорогостоящей операции по замене сетчатки обеих глаз. Сложнейшую операцию намерены провести в Израиле. Необходима сумма 7 миллионов рублей. Я думаю, что сегодня было очень важное событие для нашего города, потому что в очередной раз наш народ сплотился, собрался для того, чтобы помочь молодому человеку выбраться из болезни, решить свои проблемы. И я очень благодарна Татьяне Ставребовой за то, что она так часто проводит эти акции, помогает людям. Ну, естественно, конечно, и организатору концерта Сапиевой, Зарине, и всем гостям, которые приехали с Владикавказа, получили огромное удовольствие, особенно я лично. Напомним, что в поддержку Джеверса Бестаева была проведена еще одна акция – благотворительный забег. Все средства, собранные с акции, пойдут на лечение. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.